Ну, во-первых, с приездом вас. Спасибо большое, очень рада приехать, очень теплый прием. И на самом деле даже вне зависимости от того, что 0 градусов, в принципе, холодно считается, потому что уже в Москве, в Киеве уже весна, то нас встретило солнышко, это очень приятно. Да, сегодня, кстати, как никогда было яркое солнышко. Обычно у нас последние дни было очень пасмурно. Серьезно? Да, прям, это прям очень холодно, приятно. как осенью. Даже Спасибо, Якутск встретил солнце. Да, Якутск прям солнышко вас встречает. Как вам вообще впечатление о городе? Вы знаете, я проехалась по нескольким городам Дальнего Востока. Конечно, разные впечатления, но в основном все равно отдает что-то таким Советским Союзом, да, там постройки, еще что-то. Якутск меня приятно удивил, я даже сказала вот нашим организаторам, говорю, у вас очень современно все, так приятно, удивительно и современно, да, и ну, как бы я даже не беру во внимание гостиницу, в которой я живу, да, но вот постройки какие-то, очень красивые площади, ну, я приятно удивлена, что так вроде бы далеко-далеко-далеко от Москвы, но все-таки так вот очень солидно. А как вообще у вас ассоциировался Якутия, с чем ассоциировалась раньше? Вот вы же ни разу не были, получается, в Якутске? Со снегами, с бриллиантами. Лучшие друзья девушки, бриллианты. И почему-то с улыбчивыми людьми. Я не знаю, почему так у меня ассоциируется. Может быть, Оленей на постоянно... дорогах нет? Оленей нет. Я современный Медведи. человек, в принципе, да. Это так, как я недавно вот знаю, что у нас ассоциируется Россия в Америке с медведями, с водкой, с матрешками, шапкой-ушанкой. Да, у меня не ассоциировалось с тем, что у вас олени ходят. Все-таки нет. У вас сейчас впереди, завтра. Я увижу оленей. Нет, неправильно. Я вообще говорю, что вы увидите город уже более-менее. Но вы знаете, более того, что я увижу город, я увижу людей. И очень часто мое впечатление о городе складывается именно по людям, которые живут в городе. И когда я их услышу, увижу, почувствую, тогда именно у меня будет уже общее понимание города. А вот вы были, насколько я знаю, уже в 8 городах, это у вас дальневосточный тур. Что вы можете в целом рассказать о нем? Как вообще впечатления ваши? Как города воспринимали? Какие-то, может быть, интересные моменты были? Это, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, очень интересно. Но, конечно, больше всего греют душу при холодных погодах в каждом городе. Это прием. Да? Прием людей в зале, то, как люди поют мои песни, как мы вместе, вот как мы проводим хорошо время на концертах. Это меня очень порадовало. И порадовало знание моего материала, потому что, ну, в принципе, мне всегда казалось, что здесь далеко и не все доходит сюда, да. Оказалось, что просили иногда на концертах такие песни, которые я даже не знала, что здесь могут их знать, например, вообще. Какие, например? Ну, например, песня «Пронто-пронто». Ну как это? Вы не понимаете, вы не понимаете, у нас просто, я иногда езжу там по каким-то украинским городам, там, не знаю, даже в Санкт-Петербурге, не все ее знают. Вы же пели его с Потапом, да. да. И я вот, я не помню, в каком городе. Сумасшедший клип, я помню. Или в Находке, или в Уссурийске. Мне говорят, пожалуйста, спойте «Пронто». И именно просьба была коллективная. Я спела кусочек, потому что я даже ее не работаю на концертах, потому что я не знала, что ее знают. А вот что вы работаете на концертах с новыми песнями, нового альбома? Со всеми песнями вообще, вот все, которые у меня есть, ну, как бы, естественно, там есть песни, которые я не исполняю, но в основном это песни и из альбома, есть песни, которые еще никто никогда не слышал, их слышат только на моих концертах. И есть, безусловно, песни, которые все знают, все слышат, видят и поют. А из чего вообще состоят наши концерты? Ну вот это уже секрет. Нет, это я уже рассказывать не буду. В каждом городе, получается, вы что-то немножко новое. по-разному, да, немножко Ну, по-разному. Вот, это в зависимости от того, какая публика, какой зритель. Но никогда не рассказываю, потому что, называется, лучше один раз прийти и увидеть, чем 100 раз услышать. А есть у вас любимая песня? Вот с удовольствием исполняете. Говорят, что... Ну, конечно, я как любой артист люблю почти весь свой репертуар. Есть песни, которые мне чуть-чуть меньше нравятся, может, они там или поднадоели, или как-то не в настроении ложатся. Есть песни, которые, конечно, я исполняю с огромнейшим удовольствием. Но самая моя любимая на данный момент — это «Реальная жизнь». «Солнце светит всем днем». Это просто песня, которая меня просто, она разрывает. Она когда просто с первых аккордов она начинается, у меня ощущение, что я подпрыгиваю над сценой. Ну, это, знаете, любимая песня не только ваша, я признаюсь. Она же и моя любимая песня. А еще, вы знаете, у нас как бы
в ресторанах тоже девочки поют, и очень часто в основном исполняют вот эту именно песню. Здорово. Есть песня, вот она медленная, бессонница. Да, вот это тоже одна Очень из мне моих нравится. любимых Есть песня, которую никто не слышал никогда, она есть в альбоме. Я имею в виду, ну, в альбоме есть, да. Ее слышат только, можно услышать в альбоме, ее не показывают по телевизору, не крутят по радио, песня «Я здесь». Она очень красивая, и она очень такая глубокая по тексту. Она мне очень нравится, тоже иногда, когда я ее исполняю, и когда вот смотрю, что зрители сидят и так слушают, мне иногда мурашки выходят. А вот говорят же, что самое главное, что когда у исполнителя будут мурашки. Вот вы не поверите, вот в дальневосточном туре у меня на каждом концерте, и удивительно, что на разных песнях. Вот в зависимости от всего, от всей атмосферы, от энергии, на разных песнях это происходит, у меня в каждом городе мурашки. В каждом. Это класс! Это Якутск последний город или еще впереди? Да, вот мы были вчера в Магадане, вот у нас вчера было выступление, там полный зал, и я была удивлена, что так далеко. Это 11 тысяч километров от Киева, я живу в Киеве, то есть это практически вообще другой конец, да. И люди знали песни, пели, это было очень приятно, потому что я никогда в жизни не могла подумать, что я буду не то что выступать, просто в Магадане, а тут я выступала, давала концерт, проехались по городу. Вообще для меня казался действительно Магадан, это просто край вселенной. Понравилось, очень тепло принимали. Да. Тепло там? Нет, там не тепло, там был мокрый снег. У нас получается еще это по-божески. То есть вы отсюда уже едете домой или в Москву? В Москву лечу, а в Москве у меня еще съемки, и кино продолжаем снимать в «Любом большом городе 3», и только после 3 съемочных дней, да, только возвращаюсь домой. Еще последний вопрос. 27 апреля у нас День суверенитета республики, да, принятие Конституции было. Очень хотелось бы, чтобы вы пожелали жителям Якутии какие-нибудь теплые слова. Я желаю жителям Якутии, вне зависимости от всех законов, Конституции и всего остального, чтобы самым главным правилом в вашем сердце была любовь, чтобы она вами руководила, и чтобы, конечно, весна поскорее наступала. Спасибо огромное. Спасибо большое. До встречи на концерте. Любовь спасет мир.